Добрый вечер, уважаемые коллеги. Меня зовут Поля Наталья Олеговна. Сегодня я провожу вебинар по теме формирования функциональной грамотности в урочной и внеурочной деятельности по химии с использованием оборудования школьного технопарка «Кванториум». Конечно, передо мной стоит задача первоначально познакомить вас, что же такое функциональная грамотность, как ее формировать. Первый слайд, пожалуйста. Понятие функциональной грамотности. Еще Леонтьев сказал, что функционально грамотный человек – это человек, который способен использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Я думаю, что для вас не новые эти слова, и знания, и умения, и навыки мы воспитывали и взращивали много лет. И давайте посмотрим, как же формировать функциональную грамотность и насколько это важно. Дело в том, что хоть и проблема для российской школы не новая, но российские и международные исследования показывают, что российские школьники обладают значительным объемом знаний, однако не умеют грамотно пользоваться этими знаниями. И Сенека еще говорил: мы учимся, увы, для школы, а не для жизни. Что хотелось бы привести в качестве примера? 5Ю4 большинство наших ребят спокойно ответит, сколько это будет. На вопрос: в коробке 5 рядов по 4 конфеты в каждом, сколько всего конфет, ответит уже меньше количество человек. А вот на третий вопрос: у меня завтра день рождения, будет 15 человек, и хватит ли мне одной коробки, если в ней 5 рядов по 4 конфеты, уже ответит только половина. В связи с этим, и не только в связи с этим, хочется отметить, что сегодня рынок труда нам диктует изменения в структуре спроса на профессиональные навыки. Сегодня уже наши ребята не могут выйти просто имея высшее образование или среднее специальное. Они сегодня уже должны уметь приспосабливаться по ситуации, решать проблемы, понимать тексты, взаимодействовать друг с другом, убеждать, аргументировать, обрабатывать информацию, предлагать новые решения, а также распознавать символы, цвета, запахи и другое. То есть сегодня рынок труда у нас требует больших умений от ребят, и не всегда образование, которое они получают, закладывает в них эти умения. Поэтому все люди, мы с вами тоже должны уметь развиваться, нарабатывать новые знания, новые умения и новые навыки. Что учитывается в международных рейтингах качества общего образования? Значит, процедурами оценки качества образования занимаются несколько видов исследований. Это такие как PILS, TIMSS и PISA. PILS – это у нас освоение основ чтения с целью приобретания читательского литературного опыта, освоение и использование информации. Я думаю, вы не будете спорить, что сегодня читательская способность, читательская грамотность является одной из главных задач, и она проверяется с 4 класса. Порой грамотно прочитанное задание имеет решающее значение в правильности ответа. Второе – это TIMSS, это освоение основ математики, естественно, научных предметов. Это все общеобразовательные курсы в 4-8 классах изучаются, а также углубленные курсы математики и физики в 11 классе. Ну и теперь самое, наверное, главное для нас с вами – это, естественно, научная грамотность, которая также входит в состав функциональной грамотности. Это PISA. Здесь исследованию подвергаются учащиеся 15-летние, это 9-10 класс, где у ребят проверяют сформированность навыков разрешения проблем, креативное мышление, проверяется, естественно, научная грамотность, финансовая, математическая, читательская. То есть функциональная грамотность включает в себя несколько видов. Читательская, наверное, как основа. Естественно, научная – это уже более старшие классы и более сложные для восприятия наших ребят.
Давайте разберемся вместе, что же такое естественно-научная грамотность. Это способность человека занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками. Его готовность интересоваться естественно-научными идеями. Значит, как формируется естественно-научная грамотность? Значит, для того, чтобы занимать активную гражданскую позицию и чтобы уметь интересоваться, отвечать, интерпретировать, аргументировать, конечно, нужны сначала естественно-научные знания. Знания мы всегда формировали в школе, и я думаю, для вас это не ново. Здесь нам показывают, что оценка естественно-научной грамотности в ПИЗа сначала ориентируется на естественно-научные знания по физическим системам, по живым системам, Земля и Вселенная и методология. В каком контексте и что же такое контекст? Контекст – это тематическая область, то есть область, в которой составляются задания. Контекстом может служить здоровье, ресурсы, окружающая среда, опасности и риски, и связь науки и технологий. Почему контекст очень важен? Дело в том, что контекст – это важное условие для того, чтобы задание отвечало на вопрос, а зачем нам нужны естественно-научные знания. Если человек, ребенок, понимает, что это знание приближено к его реалии, к его жизни, то тогда ему станет интересно, и тогда ему захочется действительно знать, понимать и уметь решать такие задания. Поэтому контекст имеет большое значение. Ну и какие же компетентности должны быть у ребенка, чтобы оценить его естественно-научную грамотность? Первая компетентность – это давать научные объяснения. Второе – это применять естественно-научные методы исследования. И третье – это интерпретировать данные, делать выводы. Ну, сегодня мы давайте рассмотрим дальше, какие задания необходимо предлагать учащимся. То есть, что мы сегодня можем сделать на уроке для того, чтобы формировать естественно-научную грамотность. Ну, конечно, как я уже сказала, это контекст, то есть приближать решение задач к реальным моментам, к реальной жизни, разрешение каких-то экологических проблем, решение каких-то ситуаций со здоровьем, это количество грамм потребляемого витамина, жира, калорий, сахара и так далее и тому подобное. Здесь подойдут продуктивные задания, творческие задания, а может быть даже и проект. Какие еще могут быть задания? Это самоорганизация, сотрудничество, коммуникация в группах. Вы знаете, что у нас сейчас идут проекты, проектная деятельность у ребят. Некоторых учителей есть такие дети, которые интересуются исследовательской деятельностью. И, как правило, редко бывают по одному ученики интересуются этим моментом. Как правило, это группа. И в сотрудничестве, в коммуникации, в саморегуляции происходит продвижение ребенка в коммуникативном формате, в личностном плане. И, соответственно, возникает естественно-научная грамотность, когда они, общаясь между собой, применяют понятийный аппарат, используют различные методы. Отсюда и возникают личностные смыслы, то есть рост ребенка в естественно-научной грамотности в том, что он спокойно владеет оборудованием, понятием, методами, разговаривает, читает об этом и понимает, о чем идет речь. Ну и, конечно, задания с использованием информационно-коммуникативных технологий для обучения. Но сегодня это уже от этого никуда не уйти. Какие требования к заданиям по оцениванию естественно-научной грамотности? Задания должны быть направлены на проверку перечисленных выше компетентностей, то есть они должны давать научные объяснения, применять методы исследования, интерпретировать то, что они видят, понимают. Также они должны иметь тематические блоки,
Типичный блок заданий включает в себя описание реальной ситуации, представленная, как правило, в проблемном ключе, и ряд вопросов заданий, связанных с этой ситуацией. Сегодня мы увидим, какие задания бывают, как их рассматривают, как их решают. Также для заданий по естественно-научной грамотности в ПИЗа определяются уровни познавательных действий, которые должен выполнить ученик для выполнения данного задания. Трудность любого задания – это сочетание его собственной интеллектуальной сложности, то есть сложности требуемых мыслительных процедур и объема знаний и умений, необходимых для его выполнения. Итак, как же учителю на уроках формировать естественно-научную грамотность? Решать задачи с практическим содержанием на разных уровнях. Причем уровень низкий – это когда идет выполнение одношаговой процедуры. Например, только распознали факты, только определили термины, принципы, понятия, или нашли единственную точку, содержащую информацию, на графике или в таблице. Средний уровень – это когда учащиеся могут использовать и применять понятийные знания для описания и объяснения явлений, выбирать соответствующие процедуры, которые уже предполагают не один шаг, а более, и уже могут интерпретировать простые наборы данных в виде таблиц и графиков. Высокий уровень познавательной деятельности происходит, если ребятам уже приходится анализировать сложную информацию, обобщать, оценивать доказательства, обосновывать, формулировать выводы, учитывать разные источники информации, разрабатывать план или последовательность шагов, ведущих к решению проблемы. И я понимаю, что полезные ресурсы обычно размещают в конце презентации, но я решила разместить их вот в середине, для того, чтобы вам показать, какие источники или ресурсы я подобрала для вас. Здесь есть всероссийский семинар по вопросам формирования естественно-научной грамотности школьников. Он прошел в сентябре этого года. Дальше есть ссылка на документ, где представлены основные подходы в формировании функциональной деятельности. Также есть вебинар «Формирование естественно-научной грамотности». Это был марафон от Академии просвещения, он 6-часовой. И еще две ссылки, это вот 3-я и 4-я, на которые я хочу обратить ваше внимание. 3-я ссылка – это ссылка на ФИПИ, я думаю, для вас достаточно знакомый сайт. Вы на нем обычно искали демо-версии ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. Я хотела бы обратить ваше внимание на другую составляющую данного сайта. Это открытый банк заданий оценки естественно-научной грамотности. Я надеюсь, вы сейчас видите, у вас открылся сайт Федеральный институт педагогических измерений. И я хотела вам подсказать то, что на уроках мы можем с вами использовать задания из этого открытого банка для формирования естественно-научной грамотности. Хотя бы если мы отсюда посмотрим несколько заданий, то мы увидим, как это делать. Вот сейчас я хочу вместе с вами пройтись по сначала часть 8 класса, а затем 9 класс. Почему я не беру 7? Я думаю, вы понимаете, в 7 классе, конечно, есть естественные науки, это география, физика, биология, но меня, как химика, больше интересует, какие химические вопросы могут быть, во-первых, востребованы на уроках для формирования естественно-научной грамотности, а во-вторых, использовать для себя на уроках в 8-9 классе. Итак, пожалуйста, с вашего позволения я зачитаю задание. Итак, задание в 8 классе. Малахитовая шкатулка. Все, кто видел изделие из малахита, согласятся, что это один из красивейших поделочных камней. Уникальными по красоте и размеру произведениями искусства из малахита могут считаться колонны у алтаря Исаакиевского собора, а также малахитовый зал в Эрмитаже,
на отделку которого пошло 2 тонны малахита. Малахит известен с античных времен, а его название происходит от греческого малах – мальва, так как цвет малахита напоминает ярко-зеленые листья этого растения. И представлена фотография. Состав малахита не сложен. Основный карбонат меди, меди-2, в кристаллическом виде малахит встречается редко, а сами кристаллы имеют небольшие размеры и разнообразную форму – сфероидную, столбчатую, пластинчатую, игольчатую. Как и для всех карбонатов, для малахита характерна реакция с кислотами. Так, с соляной кислотой малахит легко вступает в реакцию, при этом на поверхности происходит шипение и вспенивание. Аналогично могут протекать реакции и с другими кислотами. Если же нагреть малахит выше 200 градусов Цельсия, то он почернеет, так как образуется порошок оксида меди-2, и при этом одновременно выделяются пары воды и углекислого газа. Обратная реакция приводит к образованию патины, зеленоватого налета, такого же на поверхности медных и бронзовых изделий, которые, например, находят при археологических раскопках. Уважаемые коллеги, я только что прочитала одно задание, и я не знаю, как у вас впечатление от этого задания, но первое впечатление, на мой взгляд, дети очень много узнали о малахите. Начнем с этого. То есть сама задача или задание содержит в себе достаточно много информации. И как мы уже говорили, читательская способность здесь, читательская грамотность имеет значение. Грамотно прочитать, запомнить, зафиксировать основные мысли. Ну а теперь нужно ответить по тексту на вопросы. Итак, посмотрите, к какому классу неорганических соединений относится вещество, составляющее основу малахита? Вы знаете, на этот вопрос ребята, наверное, могли бы ответить только к концу 3-й четверти, когда как раз закончили классификацию неорганических соединений. И то, если они точно знают, что такое основные соли. Было бы замечательно, если бы они действительно правильно ответили ответ 3 – соль. Что мне нравится здесь? Что здесь есть ответ и критерии оценивания. Сейчас я открою и покажу вам. Ответ 3. Выбран верный ответ 1 балл. Продолжаем. Используя приведенное в тексте описание, составьте уравнение реакции разложения малахита. Давайте попробуем. Разложение малахита нам говорят о том, что разложение – это когда нагреть малахит, он почернеет, порошок оксида меди-2, пары воды и углекислого газа. Если до сих пор мы с детьми не преобразовывали текстовую реакцию в уравнение реакции, то им будет достаточно сложно, используя приведенное в тексте описание, использовать для составления уравнения реакции. И опять здесь есть ответ разложения и написано, как оно оценивается. 1 балл. Следующее. Можно ли из малахита сделать фольгу или проволоку, как, например, из металлов? Свой ответ аргументируйте с позиции физических свойств этих материалов. Предложите опыт, который бы подтвердил физические свойства малахита. Уважаемые коллеги, я надеюсь, что теперь к малахиту у вас будет больше внимания как к веществу. Дело в том, что, не буду скрывать, я малахит использовала на уроках, когда показывала реакцию разложения. Для того, потому что он эффектный опыт, видно изменение цвета, выделение газа, конденсация паров воды видна. Но вот так, чтобы рассматривать малахит с позицией класса соединения, физических свойств и возможно ли сделать фольгу или проволоку, никогда этим не занималась. Давайте посмотрим,
Можно ли сделать проволоку или фольгу? Ответ: нельзя. Обоснование: малахит хрупкий или малахит непластичный. Приводится вариант опыта для подтверждения свойств малахита. Можно либо ударить по малахиту, он расколется так, как хрупкий, либо нагреть, и он не расплавится, а разложится. Почему не расплавится? Потому что речь идет о сравнении с металлами. Металлы бы расплавились, допустим, легкоплавкие, а малахит, он разложится, судя по описанию в тексте задания. И теперь посмотрите, если бы ребенок дал аргументированно ответ на оба вопроса, что нельзя и не пластичный, и еще и вариант опыта предложил, то только тогда 2 балла. Если он предложил только одно свойство малахита или опыт, то это 1 балл. Следующее задание. Почему малахит часто используют для оформления помещений и практически не применяют для наружной отделки зданий? Конечно, опытные химики, вы все прекрасно сразу же ответили на этот вопрос, потому что карбонаты, кислая среда, кислотные дожди, но, я напомню, это дети 8 класса. Кислотные дожди, насколько помню я, хорошо мы рассматриваем в 9 классе, где мы рассматриваем химию соединений углерода, карбонаты. Вот там мы действительно можем задать такой вопрос: Тадж-Махал почему тает на глазах и почему малахит не используют для наружной отделки. А ребенок 8 класса должен был понять это из текста нашего задания, а именно: для всех карбонатов характерна реакция с кислотами. С соляной кислотой вступают в реакцию, происходит шипение и вспенивание. Но то, что у нас с вами на улице есть кислота, если они хорошо знают экологию, то да, возможно, они смогут ответить на этот вопрос. Давайте посмотрим, какой ответ и как оценивается. Итак, под воздействием факторов окружающей среды малахит легко разрушается. С кислотами, кислотными дождями разрушается, ухудшается качество поверхности. 1 балл. Это 8 класс. Далее, приведите примеры изделий, на которых можно увидеть патину. Учитывая свойства малахита, предложите способ удаления патины с поверхности изделий. Но здесь, конечно, наверное, уже подсказка есть, потому что про патину немножко сказано в конце, что зеленоватый налет есть на археологических раскопках, и что это обратная реакция. И что раз патина – это аналог малахита, то, наверное, можно обработать кислотой. Я думаю, что вот здесь действительно из текста задания можно найти и ответить на этот вопрос. Ну и давайте посмотрим критерии оценивания. Здесь идет 2 балла. Ответ – бронзовые памятники или медные монеты. И второй ответ – это для удаления патины можно обработать раствором кислоты. Вот такие задания я увидела на ФИПИ в открытом банке заданий. Это было первое задание у 8 класса «Малахитовая шкатулка». Я надеюсь, вы теперь посмотрите внимательно и возьмете себе на вооружение все про малахит и включите эту информацию в урок. Если вы видите, то я пролистнула на следующее задание, и оно уже касается, собственно, физики. Следующее задание касается... Ну и вот по физике сопровождается к тексту. Потом идет задание про рыбу, про рыбалку. Это биология у нас. То есть, а здесь также еще и география. То есть, естественно, научная грамотность формируется не только учителями химии, но и каждым учителем естественных наук. Поэтому сказать, что кто-то один из нас сможет это сделать, конечно, нет. Только если мы в совокупности, вместе, учителя одной школы возьмутся за это дело, только в этом случае мы сможем подготовить и сформировать у ребят на уроках, естественно, научную грамотность.
Я с вами прошлась по 8 классу. Я понимаю, что вы все очень занятые люди, я не хочу тратить ваше время, но вы увидели, что здесь есть и задания для 9 класса. Вы можете их посмотреть также. Итак, полезные ресурсы будут на слайде. Я думаю, что презентация будет у вас в доступе после вебинара, как и запись вебинара на сайте Крiro. Пойдем дальше. Но я напомню тему нашего с вами вебинара. Это формирование функциональной грамотности в урочной и внеурочной деятельности. В урочной я попыталась вам показать, где можно взять задание, какие пункты должно содержать задание. То есть это должна быть практика направленная, контекст должен быть, то есть это здоровье, риски, это связь с жизнью, с реалиями. Ну и мы переходим не только к урочной, но и внеурочной деятельности и уже использование школьного оборудования технопарка «Кванториум». Я напомню, что первый в Республике Коми открылся школьный «Кванториум» в гимназии Пушкина 26 августа 2021 года. Вы сейчас видите именно химическую лабораторию. Коллеги из города Сыктывкара были у нас в гостях в сентябре месяце и видели нашу лабораторию. В Сыктывкаре открыли в 2021 году «Кванториум», в 2022 году ожидается открытие «Кванториума» в Воркуте и позже будет в Ухте. Зачем открывали «Кванториум», с какой целью? Конечно же, это расширение содержания общего образования. Один из пунктов «Зачем» – это еще и развитие у обучающихся естественно-научной грамотности. Не только естественно-научной, но и математическое, информационное, критическое и креативное мышление. А также углубленное освоение образовательных программ. Напомню, что в гимназии Пушкина есть профильные классы с углубленным изучением химии. Начиная с 7 класса в этом году у нас уже идет химия, и в 10-11 на сегодняшний день. А также для повышения качества образования. Конечно, для того, чтобы формировать естественно-научную грамотность и функциональную грамотность в целом, это нужно комфортабельное образовательное пространство. И у нас вот этим летом, в августе, у нас действительно произошли преобразования в школе. Это и химическая лаборатория, и биолаборатория, роболаборатория, физическая лаборатория и хай-тек лаборатория. Также созданы зоны коворкинга и закуплены средства обучения и оборудования. Как правило, это цифровые лаборатории по физике, по химии, ну или какие-либо станки или робототехника, собственно, вы сами видите на слайде. Какие образовательные программы мы сегодня реализуем? Это по биологии и экологии «Мир под микроскопом», по физике «Чудеса природы», по химии это практикум в цифровых лабораториях и введение в химию с цифровыми лабораториями, робототехника Лего, информатика и хай-тек 3D-моделирование. Какие первые шаги были нами сделаны для того, чтобы мы работали в условиях школьного технопарка «Кванториум»? Это первое, мы прошли обучение в Академии просвещения «Школа новых технологий» в марте 2021 года. Также мы закончили курсы в июне 2021 года «Школа современного учителя». По окончании этих курсов нам были высланы методические рекомендации, где было поурочное тематическое планирование для проведения занятий в «Кванториуме», но следует отметить, что там было всего лишь по 17-19 уроков и только в 8 и 9 классе. В 7, например, не было. И в 8-9 вы понимаете, что год это не 17 часов, и, естественно, необходимо было дорабатывать эти рекомендации. Затем мы знакомились с оборудованием, которое нам пришло. Сегодня мы используем цифровые лаборатории Релаб, Релион и научные развлечения. А также мы готовили программу для определенного класса на определенный уровень. И сегодня мы уже эту программу апробируем.
Как я уже сказала, чем мне нравятся научные развлечения, это тем, что здесь есть действительно инструментарий, который нам очень помогает. Это и очки, это и пробирки, и фарфоровые чашечки, и тигельные щипцы. Помимо цифровых датчиков, помимо датчиков, те, которые прилагаются к компьютеру, здесь еще имеются весы электронные, достаточно хорошие, маневренные, маленькие, компактные, удобные, работают от батареек. Ну и цифровые лаборатории Arilab. У нас есть этот набор на каждую парту ребятам, хотя в кванториуме количество мест ограничено, но тем не менее мы стараемся охватить максимальное количество желающих ребят, чтобы заниматься в кванториуме. Ну и сегодня я хотела бы показать некоторые фрагменты первых занятий в кванториуме. Мы попробуем сейчас включить видео. Мы давайте посмотрим, потом я немножко прокомментирую. Итак, датчик температуры установлен. Замечательно. Эта часть приготовлена к опыту. Теперь нужно все взять для того, чтобы сделать опыт. Правильно? Итак, вспомним, какое вещество мы берем. Гидроксид натрия и нитрат аммония. Вот эти два вещества, вот они. Вот они. Услышали? Если одна группа берет гидроксид натрия, другая берет нитрат аммония, тогда дальние парты могут отмерить по 25 миллилитров чего? Дистиллированной воды. Верно. Дистиллированная вода есть у нас с вами в большом стакане. Вот она как раз между вами стоит. Все увидели? Увидели. Чтобы отмерить, нам нужны химические стаканы. Найдите перед своими глазами два химических стакана. Нам нужны два. Один для гидроксида натрия, а один для нитрата аммония. Есть такие? Найдете? Нашли. Хорошо. Дальше. Что нам еще нужно? Шпатели. Есть шпатели? Посмотрите, у вас пластиковые есть. Для разных веществ должны быть разные шпатели. Вы это понимаете? Давайте. Взяли два разных шпателя. Есть? Нашли? Каждому хватило два шпателя. Как мне это выключить, выйти отсюда? Из видео выйти? Да. Нет. Я еще не... Ага, спасибо. Итак, конечно, я включила коротенький фрагмент, специально коротенький, чтобы не задерживать слишком долго ваше внимание. Но хотелось бы сказать о том, как же формируем мы сегодня, естественно, научную грамотность в рамках школьного кванториума. Я думаю, что вы видели сейчас часть практической работы. Ребята определяли тепловой эффект растворения нитрата аммония и гидроксида натрия. В помощь нам были цифровые датчики, температурные датчики, и в помощь нам была посуда как раз вот от научных развлечений. Это и мерные цилиндры, и пробирки, и химстаканы, и даже очки, которые понадобились для разведения раствора гидроксида натрия, и весы. Так вот, что хочется сказать. Даю ли я научное объяснение или ребята мне сами дают? Я думаю, да. Применяют они естественно, научные методы исследования? Или вообще на практике они учатся работать с посудой, с веществом, с весами, грамотно использовать шпатели, вещества открыть, закрыть вовремя, использовать правила по технике безопасности. Это же, конечно же, одно из самых главных сегодня применений на практике, естественно, научных знаний. Дальше, почему мы еще и формируем такую компетентность, как интерпретировать данные и делать выводы? Когда мы заканчиваем работу, практическую работу с ребятами, то я в своей программе выделила час на теоретические уроки. Зачем? Для того, чтобы, первое, обсудить работу
осознать, чему они научились, что они измерили, прописать в таблицу измерений и найти ошибки или правильность, или диапазон измерений. То есть ребята понимают, что как и правильно сделать записи. То есть мы учимся вести лабораторный журнал. В конце каждой работы в методических рекомендациях есть контрольные вопросы. Ребята на них отвечают. Вот, например, вчера мы с 10 классом по 2 работам определение мутности раствора и определение электропроводности растворов, мы делали выводы, в чем это измеряется, почему у одних такие показания, у других другие. То есть искали, в чем ошибка. И мне кажется, вот так и формируется, естественно, научная грамотность на практике. Я надеюсь, что я попыталась ответить на вопрос, как формируется, естественно, научная грамотность, что это такое, как ее мы можем с вами формировать на уроках и во внеурочной деятельности. Конечно, имеет значение, что внеурочная деятельность — это должно быть место, должно быть время, должно быть у учителя желание, должны быть желающие, чтобы это все знать. Ну и, конечно, материально-техническая база. Я надеюсь, насколько у меня получилось, показала вам значение, естественно, научной грамотности, показала, где можно найти задания. И спасибо за внимание. Я на этом заканчиваю наш с вами вебинар. Всего доброго.